Так, Хабаровск прямо, а нам на Тынду. Поворот на Якутию. Финишная прямая. Ну, вроде погода ничего. На Паше, когда они ехали, выходили оттуда, там Говолет перед Тындой был с этой стороны. Прям все висели полосой, главное. Снег выпал новый. Там вроде тучки ходят. Ну, в общем, нам туда 1150 километров до Нижнего Бестяха. Кто крайний на заправку? Я сейчас буду крайним на заправку, пока не поворачиваю. Я остаюсь, аварийка включена последний. Что-то я на Уруше обычно заправляюсь, а там 10 машин вдоль обочины только стояло. Еще плюс те, кто на Читу, там 2-3, наверное. Что-то давненько я там очереди огромной такой не видел. Так что пришлось мимо проехать. Ну, тут заправка сразу вот. Хабаровск 1157. А, 1175. Ну, почти одинаково. До Якутска отсюда и до Хабаровска. Ладно, в общем. Дальше будет трасса Лена. Так, ну все, мы на трассе Лена. Заправились. Полный бак, полный рэп, вообще все полное. А то что-то сейчас сказали, я давненько с августа уже не ездил сюда. Сказали, что раньше, как было, опти, там заправки по газпромовской карте, ну, по стеле заправлялись. А сейчас, говорит, по топливным картам там что-то 107 солярка, что ли. Что буду проверять в Томоте. То я обычно, у меня баки ж маленькие. Ну, обычно до Томота доезжаешь, там литров 300 доливаю. А так разведка, ну как, донесла утренние сводки. Висели, стояли на Якуте. У меня Миша на Магадан едет. Ну, с Хабаровска. Михаил, тебе привет, если что. Только что с ним разговаривал, он в Нерюнгри сейчас. И говорит, с утра на Цыганке, там спуск затяжной, там что-то травы. Или развернуло, или что, стояли часа полтора. Потом на Якуте еще часа 2 потратил. Говорит, народ буксует, стесняется разгоняться или что там. А так впереди видно, вон снег идет. Ну пока, сука. Ну, по идее, как сейчас +2. Днем где-то там что-то течет, тает. О! Это заснял, короче. Что-то в рации нету рации. В общем, это тает, ночью замерзает. А на Якуте там как-то это, он такой в тени. Там все время, если снег выпадет, то скользковато будет. Короче, какая-то длинная прелюдия получается. Ну, по факту, после Тынды там все выше и выше мы поднимаемся к Становому хребту, и там чуть-чуть уже другая погода. Там в районе 1000 метров над уровнем моря. Так что, возможно, погода, которая в Гисметео не отражается. Хотя это в Нагорном метеостанция вроде есть. Но она, скорее всего, там на аэропорт какие-то данные дает. В аэропорт Нерюнгри. Там же, в принципе, большие самолеты, все. Полоса такая хорошая. Для любых типов. Это тут бугры посрезали и такие латки сделали, видели? Качественные. Так что-то я в целом обстановку доложил. Вот место для фотографирования. Ну, стояночка здесь. Трасса Лена А360. Вот она, видите? Невер, Якутск.
сфотались, да. В этот раз уже, ладно, не буду. Короче, 1157 километр от Невера. И приехали. Как-то так. Ладно, в общем, ждем гололед. По идее, должен быть. Если вечером замерзнет, зафиксирую в темноте. Так, это у нас Альдагой. Ну, мы спускаемся с этой стороны. Видите, какую выемку большую делали. А раньше дорога, ну, самый опасный здесь участок был, кто сюда сворачивал. Ну, в принципе, до 19-го года, по-моему, тут ездили. Ну, частично, может, до 18-го еще по-старому, наверное. А сейчас там внизу, вот как раз, где дорогу размыло, я в прошлом году в августе приехал, и 6 дней стояли, пока дорогу не открыли. Для легковушек отсыпали поверху, а нам аж по низу отсыпали. И тут, вот видите, вот эта дорога как раз старая. А вот ее видно, снежная полоска. Вот она, видите? Вот такой заход был, и вот она вот так вот петляла до низу. Самое такое место было здесь. Межсезонье тяжело проходимое. Ну вот теперь видите, какие выемки сделали, все спрямили. И через реку Альдагой труба. Получается, она такая из рифленого металла на болтах. И что-то болты не выдержали или что, она внутрь сложилась. Тогда как раз я приехал в 4 часа дня сюда. А где-то в 1:30 обрушилась. И там как раз мужичок с нами стоял на стоянке, который, ну, первый был. Он сначала думал, что это латка из нового асфальта такая черная. А потом, он, видите, такие петли вон аж на 180 градусов. Раз, и потом туда, и там вот по низу она шла. Перевал Альдагой. И когда понял, что это не латка, сразу якорь взял в окно. Экстренное торможение. Но остановился. Адреналина полные штаны, как говорится, и это. А там как раз, ну, получается, труба большой диаметр. Ну, сейчас буду проезжать, снимем. И внутрь высыпалась дорога как раз от забора до забора. Ну, у меня есть видео, там летнее, какое называется, не помню как. Все пропало. Дороги больше нет или что-нибудь такое. И вот тут внизу. А, это она уже вон там, понад горой. Ну, раньше был круто подъем. Теперь просто на горняке вот это спустился и все. Там что-то, кстати, кто-то мигает. Может, дорожники что делать начали. Ну, в общем, в августе провалилась до сих пор, пока это объезд и все. А тут насыпь, видите, какая высота. Ну, как бы старая дорожка ж, вон она. Вот узкая видно. Тут мост, наверное, разобрали уже. Или его смыло там. И все, в общем, тут не знаю, что они будут разбирать заново. В общем, что-то надо делать. Ну, хотя, в принципе, у нас могут так и бросить. Пока проект разработают, пока туда-сюда. Пока крайнего найдут, почему болты отвалились. Так, ладно, это вольвец пусть выкатывается. Ну тут да, нормально стало сейчас. А то ее поначалу, когда только отсыпали, оно же мягкий грунт был, тут вечно все буксовали, погрузчик стоял, выдергивал. А сейчас уже накатали. Канава. Ну все, видите, насыпь тут.
что ее зачем-то тут ее подгрызли. А, может быть, заново откапывать трубу будут, новую ложить. Ну тут такая арка, как вот на Невере. Вот она, видите. Ну как типа не полностью труба, она на опорах. Полусфера это. Вон, видите? Металлические эти, ну где болты. Или клепки там что. Она вроде на болтах. Она высыпалась. Ну да, видно, начали работы. А, я сейчас тут показал, пока по грязюке сейчас еще и не уеду отсюда. Так-то что, она как гололед тут. Понеслись. Ну да, конечно, неохота сильно и газовать тут. По этим скальники ж торчат. Ну, тут как отсыпали. Все, что рядом нашли. А, тут пацаны забор. Что ты будешь делать? Забор чинят. Кто-то прямо уехал, что ли? В общем, такая обстановка. Ладно, едем дальше. В целом показал, рассказал. Это 78 километр, по-моему. Ну да, между 78 и 79. Думаю, летом возьмутся они, как сделают. Будем опять прямо ездить. Все, ждем снегопад, короче. Так, это у нас сводки с фронта. 240 километр подъем на Лапри. Ну все сухо. Хотя по рации все говорят, что на Якутии там кто-то раскорячился, проход есть. Что-то как-то затор, непонятно. Пока на Лапрях, в общем, все нормально. Ну тут вчера снег был, наверное, вот его остатки за сегодня все поубегали. Даже ничего не течет, не замерзает, в общем. Так, а тут круто спуск. На 8-й, наверное, даже и это многовато. Сейчас там вот чуть-чуть она крутизна спадет, на 7-ю переключусь, потому что дальше потом уклон увеличивается. Ну что, без использования тормозов прокатило. Ага, по-любому притормаживать, переключиться надо. Ладно, приторможу. Переключусь. И покрались вниз, короче. Ладно, включусь на Якуте, что-то там кто-то, не знаю, траули, я так понял. Видно, это с утра еще скользко было, и этот, ну как задом, может тормоза не держат, задом, грубо говоря, уперся в обочину и боком там стоит. Ну, пока так. Версия, там доеду, может уже и вытащу все. Тут площадки-то пустые табунами выезжают навстречу. Ну да, скоро переправа закрывается, все пытаются тут ажиотаж, как говорится. Хотя у меня вот в воскресенье, сегодня 28 марта, 29 в Москве грузится на Якутск там Валентин. Саня сейчас звонил. С Иванова в понедельник будет грузиться на Усть-Неру. Я, ну как бы не знаю. Ну, по идее, дней за 10, если добежать, то, наверное, можно назад убежать. Ну, или остаться там. Просто паромы пойдут уже конец мая. Что так будет? Ну, там перегруз пока, там где-то 20 апреля. Маленькие машины еще ездят, ну, в этих числах. Но потом, по-любому, месяц
Даже 1,5, наверное. Большие машины не попадут ни в Якутск, ни туда, в сторону Магадана. Тут все избуксовано. Ну да, тут когда снег пройдет, новопри. Да тут дорога перекрыли, вот сейчас идем пока открывать. Уруй Айхау, Саха, Республика Тын. Что-то тут вообще встали все. Граница. А, просто в полосе встали. А где дорогу перекрыли? В общем, зашли в Якутию. И тут асфальт кончается. 268 километр. Ну так, да, тут уже повыше. Минус 5, что-то минус 8 самое меньше было. И на асфальте, где текло, замерзло. В поворотах аккуратнее, как говорится. Это вот стоянка еще на границе. Тут как раз дежурный медведь живет. Ну, он и туда выходит, на памятник. И здесь вот я два раза видел его вот здесь. Но он такой все больше и больше становится. Молодой медвежонок. Так, а тут... Ага. На Якутск стоим. Понял, принял. Это что, до Якута отсюда начало, да? Ты где? Да, в пробке стоим. Очень большая пробка. Да хуй его знает, я первый. Ну а по какому поводу пробка? Что там у нас? Надо идти смотреть, кто знает. Что-то там загорожено, говорят. Не, ну я слышал, что на Якуте на подъеме там трав как бы чуть это, ну проход был, а тут на спуск, что мы стоим. Вот тут и кто-то, наверное, поднялся. Ребята, тут первый сканер стоит, он просто стоит, кого-то ждет, наверное. А второй вот справа стоит, все подбегает. Наверное, сейчас откроет вашу дорогу тоже. Короче, непонятки. Скоро просто так стоишь, да? Ну, гулять что-то на улице. Ничего не одевать, что-то. Хули без свидания, блин. Ну, парня вот с бутовками, а вам за поворот видно, там что, толпа стоит или что там? Может, поехали, да и все? Что, прохода нет совсем? Да я вот стою, вон, рэп моргает или поводкой, вот команда так. Дальше Не, ну тут от границы на спуске тут никогда никаких проблем не было. Что там, проезда нету. Да. Трав какой-то висит на Якуте, но он говорит, мимо него тоже проход есть. Короче, вот так вот. Тут за поворотом, что стоит там? Ну да, вот это не хуже нет, непонятно. Машинка, вот там, не уместите, вот там где-то на встречке. Справедливо машинка там стоит. Причем, в принципе, может быть, тайга кого выдержит. Ага, улетела машинка, два сайгака поехали.
Ладно, двинемся. Включусь за вот это вот. Приехали. Чего, кого? Будем выяснять. Так, продолжаем стоять. Но вон КДМ-ка пошла, он в канале. Сейчас, говорит, поеду посмотрю. А там кто-то, я так понял, в подъем, что ли, бровку поймал. На улице был. Тут же вот это вот край, а дальше, ну, канава. Нельзя вообще обочины чуть наезжать. Там, ну, как, грубо говоря, грейдер выравнивает, выглядит как вроде это типа дороги. Там вот даже после Нагорного, я так понял, наставник, когда на Магадан шел, что-то это поймал тоже. Ну, правда, он встречную обочину там. Отпечаток от него должен быть. А так, да, скользковато. Вот эти шишки набиты, это все лед. Это, ну, не сухая гравийка. Такие дела, в общем. Это я на противотуманках стою. На противотуманках можно? Не говорит, обойду тебя. Ой, короче, будет весело. Ладно, тронемся, включусь. Так, ну что, тронулись. По тахографу 18 минут постояли всего. Там КДМ-ка вот это прошла вниз, попробовала, но все равно стаскивает. Кто-то там, короче, на подъем не вышел и стащила. Сказали, давайте на Якутию пробегайте. Проход вроде есть. Вот у нас тут собралось, честно говоря, уже местного по 11-го. По 11-го вроде как едешь, пустая дорога. Поставили 18 минут, толпа такая. А вон они все тут. Тут, в принципе, я не помню, что вот именно выход уже к границе. А, вот на аварийке Мерседес. Да, сейчас. Первый на подъем стоишь. Чё стоим? Чё не едем, блядь? Проход-то есть. Дорога тоже охуенный. Это... Подскажи, что там на мире. Короче, под переправу транспорта много едет. А вот это вроде не стащило, просто буксует. Этот, ну и соответственно общий сбор, хотя не знаю, все камнями засыпано. Может, это слет клуба любителей летней резины и лысой. Что так стали плотненько это? Что-то прям совсем плотно оно. Ну да. Сейчас у нас такое же будет на подъем. Так понял, там кто-то также. Хотя тут непонятно кого сложило, куда. Вроде все ровно стоят. В общем, массовое мероприятие. Как говорится, ждали весну, чтобы ехать. Дождались. Теперь надо, чтобы лето уже пришло. Чтобы на уверенном. Как это, да, сейчас эпопею все смотрели, наверное, да, Добровоз ездил. Новые крылатые выражения появились. На характере подъема брать.
вот это конец. Теперь наши там что-то на спуск. Ну да, странно, что КДМ-ка не смогла. Пустая же вроде машина, вот этот Мерседес, который первый чуть-чуть так бочком стоит. Как бы не в кювете вроде еще ничего. Хотя у него, может, одна ведущая, вот же там кювет коснулась. А вот этот, наверное, КамАЗ еще тут. А КамАЗ с бочкой, вот он в кювете вообще. Задом что-то не вышел. Этот может, кстати, груженный быть. Они там, если это газовоз, за газом гоняют в Якутск. Ну или там рядом где-то с Якутском. Даже китайцы ездят, газ берут там. Ну дальше свободно вроде. Ну ладно, сейчас на Якутии включу, пока батарейка не села, в общем. Да, это мы все спускаемся, сзади меня все, никого там. Сзади меня трал подошел, ну широкий. Ну, торчало так у него что-то. Ну и где вот, ну этот, бочка это в кювете. Он, видно, там не поместился. И все, сзади темнота, вся толпа, получается, теперь стала напротив той толпы. Да, законопатели. Не, там можно вот этого легковая с прицепом, если назад сдаст, то мимо нее тогда проедут. По идее. А вот, да, кто-то едет уже. А вот это впереди у меня всего там, ну, штук 5 машин. Так что сейчас будем по стопам, как говорится. Как там, наставник назвали, да, по стопам наставника на характере штурмовать. Ну так, честно говоря, тут прямо накатанный лед, вон горняк срывается. Так, это у меня пикалка предлагает мне что-то все время отдыхать. Надо Якута проехать, да дальше, по идее, проблем никаких не должно быть. Где асфальт, там все сухо. А тут, конечно, ну как это все лед с камнями. В принципе, 5-я передача, первое положение горняка. Вот я крадусь. Вроде не... А, вот сейчас она пошла. Шестая. Догоняем, выключаем, притормаживаем чутка. Сейчас тут еще будет такой перед Якутом маленький подъемчик. Да что ты, хватит мне предупреждать, я в курсах. А я забываю ставить эти паузы. 8 часов сегодня нарулил, а ну получается вместе с молотками все. Так, Донфэнг приближается к засаде. Ну а что ему сказать? Тут 100 или там все, в принципе, все в кучу соберутся. Лучше в гуще событий, короче, быть. Так, легковая. А, вот легковая просочилась. Ну, объезжай меня, наверное. Грузовых сзади вот встряли они за травом. Вся это наша дружный коллектив, короче. Минус 12 здесь.
в низинке. Все, мы сейчас спустились, и вот тут за поворотом такой подъемчик будет. И спуск, мост и на Якута. Ну, раньше этот подъем Нагорный все называли, а сейчас что-то, когда я тут жил, это никогда Якутом не называлось. Нагорная. Сейчас, ну, чтобы все понимали, о чем речь идет. Там ручей Якут, тут мы сейчас мост проехали. И как бы и подъем назвали. Как бы в обиход вошло новое название. Хотя там речка с другим названием прямо перед подъемом. Я уже не помню, как она там. Короче, у меня попер дорожный трындеж. Сейчас начну подниматься, и батарейка сядет. Ну, вроде было 90% там. Не должно. Так, ну все, надо, как говорится, подразогнаться. Ага, ну видите, потому что подбуксовывает, мощи сильно много в машине. Как-то вот в этом кювете сидел. Ну, есть на видосе. Ну, я, правда, это как выхожу из-за поворота, а тут все стоят. Я раз навстречку, тут встречная. Ну, типа, некуда деваться. Я назад начал сунуться, ну, и тут уклончик чуть-чуть меня стащило именно морду. А прицеп на дорогу смотрел. Ну, я постоял там, машины подразъехались, я просто задом туда, ну, на спуск выехал, через канаву пошел, я ногами потоптал, вроде там глубины нету огромной. И вот она, Якут. Так, ну и что там, где там, кто там? Ну, что-то видно, стопаки стоят на месте. Кто-то на стопаках, короче. Сейчас вот эти две у меня машины груженные, ну, вроде попер. Видно, что газификацию включил на полную. Так, это у меня сработал ленивец вниз. Это вроде как... Ладно, понеслись, короче. Не знаю, что мне его обгонять. Что-то он как-то медленно. Йоу, приготовились. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, ай-яй-яй, ой-ой-ой, а там легковая просто еще подсаживает, наверное, да? Легковая медленно едет в подъем. Какой молодец. Ну, просто если не в теме, конечно, то да. Конечно, да. Только его не хватало. Чтоб начал, ну, на подъем сопротивления. Но он вроде уверенно, медленно едет. Ага, пошла пробуксовка. Ну, есть, да. Я вот так в полгазика иду сейчас. Ага, пробуксовывает. Хотя все посыпано. Ну, может, уже резина такая, как бы всю зиму отъездила. Давай, Володечка, давай, чисто. Ага. Спасибо. Ну, подскажите на пункт, что стоим, что такое пункт? На Нёрку спускаемся, за негабаритом, притормози, машина поднимается. Так, ну вроде пока не Что на видно. тендер?
Стоим. Кто там наверху на мосту? Они. Да уже и на встречке, блядь, полируют, и там полируют. Жека, ты понимаешься? Да, поднимаемся. Это будет. Никого нету, я почти наверху. Ну все, нормально. Это вот парни вдвоем идут. Что на тынду Впереди. стоим, подскажите, что все молчат. Машинка заявилась, вот что стоит. Так что, подняться не могут? Ну, где тут подниматься-то нахуй? Ну да. А там, в принципе, вот там толпа, которая встала, они, получается, ну с места попробуй тронься. Ну, по факту, каждый сейчас начнет трогаться, пустые. 90% там, наверное, как не больше. А тут, в принципе, да, как летом. Ну, с некоторыми пробуксовками. Ну вот, вышли, вот этот поворот, это уже, считаю, ну, ровно. Ну, так полгаза, 30. Не говорите, если прошел, может мы по встречке проскочим, нет? 35. Заколотили встречку, уже заколотили правую. 35 скорость, газ еле-еле давлю. Да, дорога такая, только газ в пол может резине не понравится просто. Че, у меня ленивец поднятый, у меня 10 ровно, что-то наперед убежало много. 10, ну 10,7 вроде было, ну из-за того, что на подъем иду, она как-то там, ну или весы от тряски немного в шоке. Когда на ровном подымал, 10,7 было. Да, наверху. Все, поднялись. Ладно, сейчас на спуске засниму, что там если будет. Тоже вот следы обочина, видите, вот этот край чуть дальше уже он начинает тянуть, а выглядит как камушками посыпанная. Вот сейчас Олимп стоял, но он, видно, занырнул, начал выскакивать. У него лицо тут стоит, ну, ведущая провалилась. Видно, я не знаю, вроде тут широко. Короче, вот это самая крайняя, наверное, точка, где можно ехать еще. Ну, а лучше посередине. Тут по рации, да, рация берет аж в ту пробку. Там у них страсти. Ну да, они, получается, друг напротив друга два потока встали из-за трава. Если, ну, догадаются вниз кто-нибудь спуститься, чтобы трав ушел вниз, ну, мог бочку объехать, то тогда пойдет дело. А так если будут стоять смотреть. Так, ну, это мы к Нагорному спускаемся. Тут тоже он такой противнючий, кривой весь. Это я пятую воткнул просто, чтобы это потише ехало. На горняке. Ну, 1700 оборота. На второй прямо останавливает. Ну да, горняк, он на маленьких передачах, конечно, супер мощным становится. Так, сейчас вот это, по-моему, вот поворот туда-сюда еще. Тоже вроде подчищали, свежее как-то выглядит. Это, наверное, солнце пригревает, просто так протаяло. Снежная обочина. Так, кто-то сзади. Это легковая. В общем, такая тут, да, участок, в принципе, от границы до Нагорного. И асфальт начинается как раз после поселка.
А это уже толпа грузовиков меня догнала. Надо сваливать. А, это эти КамАЗики, Сайгаки. Они не стали этого пробовать вытаскивать, я так понял. Там Мерс Олимповский. Ну его, как его не возьмешь, такой одноногой машина. Его надо груженный самосвал. Такого плана что-нибудь. Что у него? Он груженный в сторону Якутска, и получается ведущая ось в кювете. Так, где-то уже прямая должна начаться. Так, вот эти сзади, конечно, наверное, нервничают, что я так медленно еду, но по-другому тут получится расколбас по этим ямам. И уклон же здесь тоже как бы не слабенький. Что-то у меня этот оптимизированное. А, все, нагрузило. Этот ленивец что-то аж до 3 тонн добежал. Когда обычно ехал 2. Ну, на спуск идем. Как-то получается в прошлом году, наверное, да, 26 или 21 апреля вот тут зависали. Все было сухо, ничего не предвещало беды, пустым из Якутска ехал, тут все законопатили. Ну и я тут вот где-то стоял. Потом утро начинается, там уже +3, все это в кашу превратилось и все уехали. А так насыпало прям снега нормально. Так, что-то съемка затянулась, но это... Что, Якутия, вот такие дороги. Быстро нельзя ехать. Потому что спуск идет, я не знаю, сколько километров, тут 4,5. Ну, как бы... Ну, он там сам потормозил, а потом все равно это... И вот, насколько я понял, где-то... Добровоз тут снимал, когда вот он с Нагорного спускался, и почему-то на встречную обочину где-то от него след должен быть. Ну, если я правильно понял по видео, где он там находился. Видно это, ну, когда он ехал, тут вообще снега было нормально, свежевыпавшего. Тут тяжело по скользкому по нему спускаться, он получается и кривой весь, и уклон нормальный, и еще дорога как-то вот так вот вся, как бы и колейность присутствует, и какая-то стиральная доска. Короче, все в кучу здесь. Место его парковки что-то пока не обнаружено. Тут, видите, он обрывчик сразу. Короче, опасное место. Хотя, может, уже это времени куча прошло, уже и не видно. Все, мы в Нагорном, заброшенный поселок. И дальше у нас асфальт.
Ну, такое качество сомнительное, но... Стиралка. Стиральная доска присутствует прямо. Все, мы спустились. Значит, ну а в итоге, да, про добровоза. Интересный у него сериал получился. Вообще вопросов нету. Ему надо было не донаты просить, а ставки против себя принимать. Все бы против поставили. И все. У всех бы азарт был, как вообще событие просто. Так что он доехал, в принципе. Доехал, да, места интересные такие. Впечатлений масса. Я тоже летом прокатился. Незабываемый отпуск. Так что, если добровозу передайте, там, кто общается. Следующие авантюры, пусть ставки принимает. Ну, с каким-нибудь коэффициентом, так чтобы это... Вот это была бы у него сразу эпопея. И вся страна болела, наверное, по центральному телевидению показывали. Ладно, в общем, удачи на дорогах. Все, добрались мы до асфальта. Темнотой мучать вас дальше не буду. Сейчас пройдем Нерингри и завтра уже днем посмотрим Тит. Ну, Тит уже не тот, все равно. Ну, как бы, если снег выпадет, то будет Тит, как обычно, тот. Потому что на нем зависнуть можно все равно. Все, удачи всем. Так, ну в связи с плотной обстановкой на трассе пришлось, вот до Тита уже доехал. На взлетке даже все разгонные заняты, потом Сакура вся забитая. Думаю, ладно, за Чульманом после аэропорта стоянка, все вдоль дороги везде. Потом поворот, где шахта Инаглинская уже за Чульманом, там разгонные полосы, никогда там машин не видел, полная. Хатыми-то понятно. Забитое все. Ну, думаю, вот тут вот Меркугу. Получается 495 километр перед Титом стоянка. Там все в елочку стоят, вот так вот. Прям полностью батареи так красиво стали все. Да, посреди дороги как-то неохота. Ну, сейчас на Титу наверху, может, стану. С утра пойду снимать. В предрассветной мгле, в общем. А, кстати, по-моему, машину этого видел. Напарника добровоза, который на Магадан поехал. Ну, 763. Ого. А, тут я подзабыл. Это уже к Титу подходу чуть-чуть гравийки осталось. Этот 763 регион вроде такая же. В Хатыми. Носом на юг. Так что это... И у него все получилось, ну и отлично. А то блокбастер. Ну, я не знаю, мне кажется, все в курсе. Про то, как он в Магадан поехал. Так, ладно, ну тут смысла, как бы, не знаю, разгоняться, не разгоняться. Тут сейчас, по факту, Тит уже не тот, потому что вот тут насыпь подняли, и мы, получается, плавно, нету вот этого первого, как бы, ну, самого в начале, что тут все зависали. А сейчас они, правда, так подрезали немного, может, неудачно. Получается, в ложбине поворот, может, там, когда заметает, и радиус не такая ширина стал. Ну, когда идешь по встречке, все по встречке поднимались с широким радиусом, и не так как-то уклон этот ощущается, а по своей полосе там в повороте перепад все-таки. Ну, есть, там многие зависали. Да елки-палки, что по ямам. Как-то они чуть-чуть не доделали. Типа вот где место, где надо скоростуху набирать, а тут... А, ну еще хотя бы плавный запрыг сделали. А тут на
минус 11 сейчас. Возле Хатыми 24 было в минусе. Как говорится, а в декабре все деревья в серебре, но здесь получается все в серебре, хотя конец марта. 20 какое там сегодня? 29 наступило. 29 марта. Весь снег на месте в горах. Тут, по-моему, даже он еще не начинал подтаивать. Ну, намного, конечно, проще. Видите, он плавный, без вот этих вот бугорков. Когда идешь на одной передаче, она раз у тебя машина и обороты теряет. А при переключении все, приехали. Сейчас такой плавный заход. Понятно, снег будет, гололед, будет скользко, и на лыжи стать, наверное, попроще будет, по гладенькому. Ну, в целом, в общем, неплохо уже, да. На 8-й. А раньше на 8-й тут никогда не ехал. 6-я. Тут на полочке вот этой 7-я. Перед поворотом разгонялись. Ну, как бы с 20-кой, типа того. Да, такой поворот, что уже сильно быстро залетаешь, приходится газ сбрасывать. Ага, фотбук снова чуть-чуть. Сейчас вот наверху здесь широкая, и может быть тут встать, да и все, спать, потому что, ну, непонятно. Ну, сейчас, да, под переправу вал народа, ну, так, чтобы стоянки подзабиты, что-то давно не припомню. Все разгонные, все, даже вот негде приткнуться. Тут минус 12 наверху. Туман какой-то, не знаю. Не знаю, наверху тут как-то было расширение, но что-то тут, по-моему, вот П. О, стоят машинки. Все, я с вами. Еще чуть постою, назад откачусь. Ну, на всякий пожарный. Протайка под колесами, чтобы не помешало с утра скрыться. А так вот, я не знаю, будет на камеру видно, нет? Наверное, нет. Облака, звезды яркие. Луна, и вот птица. Ну, гора Эвота называется по-правильному. Высота 1360 метров над уровнем моря. Ну, это данные по перевалу. Раньше такие были, ну, сейчас его понизили. В общем, такие дела. На Титу я еще не спал, кстати, никогда, так что место силы, короче, будем заряжаться. Ладно, всем удачи на дорогах, ночные съемки, в общем, поперли.